Испытано на себе. Отрадно, что в нашей столице открывается все больше и больше локаций, где можно здорово провести время. Но вдвойне приятнее, когда это время можно провести вместе. В нашем городе есть центр активного отдыха Салгын-парк, где отдохнуть может как взрослый, так и ребенок. Давайте окунемся в это путешествие вместе. Испытано на себе. Перед тем, как непосредственно окунуться в это увлекательное путешествие в аэротрубу, необходимо пройти инструктаж. И в этом мне поможет опытный специалист Элина. Элина, здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте, с чего все начинается, потому что для меня это, естественно, что-то, еще невиданное и такое диковинное. С чего все начинается? Все у нас начинается с предполетной подготовки. Прошу вас прийти с нами на инструктаж. Сюда. Здесь у нас находится специальная комната для инструктажа. Здесь у нас люди проходят подготовку, есть телевизор, наглядно все у нас показывается, все транслируется. И перед тем, как приступить к инструктажу, мы вам выдадим специальный летный комбинезон для вашего комфортного полета, выдадим вам сменную обувь, если нужно, и защитный шлем. Отлично. А вообще, если говорить об инструктаже, вот сколько минут он длится, конечно, в рамках нашей программы мы не сможем, наверное, уловить все, но основные моменты для меня все-таки, наверное, нужны. В среднем инструктаж длится от 5 до 15 минут. В зависимости от того, какая большая пришла группа летать. Если пришла большая группа, то, конечно, времени нужно уделить всем чуточку больше. Если пришел 1 или 2 человека, все происходит намного быстро. Это очень интересно. Поэтому давайте с вами уже приступим. Давайте. Для начала необходимо одеться вот в этот летный комбинезон. Он очень удобный, специальный. Есть ли какие-то тут определенные моменты, которые, возможно, могут помочь полету, либо, наоборот, не помочь? Комбинезон подбирается по вашему росту, и в комбинезоне очень комфортно летать. У него специально непродуваемая ткань, которая создает воздушность и летучесть человеку. То есть в своей одежде категорически летать запрещено? Да, в своей одежде не получится летать, кофточки задерутся, будет некомфортно. То есть это и комфорт, и некая безопасность, да? Да, все верно. Так, надеваем. Обувь надеваем прямо поверх своей одежды. Ага, обувь у меня своя. Элина, пока я тут пытаюсь как-то ускорить процесс, расскажите, как вы стали инструктором по аэротрубному спорту? Это звучит, знаете, так, не хухры-мухры. Я к этому пришла, лично я. Вначале я занималась парашютным спортом. Очень долгое время мы организовывали прыжки с парашютом в Якутске. Сейчас прыжков с парашютом в Якутске нету, а любовь к полетам осталась. Поэтому плавно я перешла сюда, заниматься аэротрубным спортом. Это прекрасная тренировка для тела, для мышц, для вестибулярного аппарата. Это просто потрясающий тренажер. Прям тренируются мышцы все приходят в тонус. Для детей это очень полезно. Вот здесь ломаем тот самый миф о том, что полет в аэротрубе – это лишь такое прикольное увлечение, так сказать. Это такой отдых. На самом деле нет, да? Да, смотря как посмотреть. Маленькие детки, которые приходят, для них это все-таки развлечение. Это аттракцион, почувствовать себя немножко космонавтом, почувствовать невесомость. Девочки приходят и мечтают, как феи, научиться летать. А для взрослых, конечно, для деток взрослых уже и для самих взрослых людей, это больше как тренажер. Для парашютистов это прекрасная отработка самостоятельного полета, а для взрослых людей это лучше, чем сходить в тренажерный зал. Ты и полетал, и не устал от кучи подходов, но в то же время у тебя и мышцы подкачались, и здоровье улучшилось. Звучит пока очень увлекательно, хотя, конечно, слабо понимаю еще, что там может произойти, как это все происходит. С ваших-то слов это очень так все воздушное и все так очень интересно, но, конечно, на деле мы все это обязательно испытаем на себе. Сразу возникает вопрос. Возрастные ограничения и ограничения по весу. Ограничения по возрасту начинаются от 4 лет. От 4 лет и до бесконечности. То есть, если позволяет здоровье, позволяет желание, можно летать. Ограничения по весу до 120 килограмм.
Вот. И ограничения также по здоровью есть. Люди с гипертоническими болезнями, инсультами, конечно, лучше воздержаться. Ну, мне кажется, такие люди сюда и не придут, да? Зачем им это, собственно, да? Ну, наверное, может быть, и бывают такие исключения, да? Ну, а так, в целом, полет, он безопасен. Да, абсолютно безопасный полет. Воздух поддерживает человека снизу, что не дает человеку упасть. Также снизу вместо пола у нас натянута металлическая сетка, она очень пружинистая, прочная. И если человек на нее приземляется, он приземляется довольно-таки мягко и комфортно. И плюс инструктор всегда находится рядом. Инструктор всегда держит, всегда подстраховывает. Ну и вот самые главные моменты, что нельзя делать, что нужно делать, это вот из этого инструктажа, который сейчас условно прошел у нас здесь с вами, да? Самое главное – приходить с хорошим настроением, приходить с огромным желанием научиться летать. На инструктаже мы рассказываем, как мы будем общаться в трубе, потому что там будет очень шумно, и поэтому все наше общение будет при помощи жестов. А у нас есть, мы уже увидели вот там такую табличку, да, на которой написано, да, как это все. То есть там есть жестикуляция, да, пальцами. Показываем, либо у вас все хорошо, либо вы говорите, поднимаем подбородок вверх, это указательный палец, ноги выпрямить это так, ноги согнуть так, расслабиться так и ноги шире так. Но это не так сложно запомнить. Да. Даже ребенок сможет, да, это сделать? Да, дети очень легко все это запоминают. Жестов, на самом деле, основных не так много. Конечно, когда человек идет тренироваться по спортивной программе, там уже чуть больше жестов становится, но там уже у человека понимание и осознание намного больше становится. Угу. Так, ну и, в принципе, об основных моментах поговорили, да, что можно, что нельзя. Ну, что нельзя, понятно, есть, пить там нельзя, но это, мне кажется, нереально, да, брать с собой вещи, а зачем они там нужны, ну и улыбнуться действительно надо, да? Да, Мы конечно. же пришли получать эмоции. Да, люди приходят за новыми впечатлениями, расслабиться, разрядиться. Вот, казалось бы, стоит короб, а короб-то здесь для чего? Это мусорка. Нет, вот синий короб. Это у нас мягкая подушка для отработки элементов. Мы обязательно на ней полежим, обязательно все попробуем. Да? Хорошо. После теоретической части необходимо пройти к практической части. Действительно, это все не шуточки, да, то есть полет в аэротрубе, как мы уже говорили, конечно, для кого-то это может показаться таким, ну, просто весельем. На самом деле техника безопасности здесь очень важна. Переходим ко второй части уже на деле, а в частности на человечке, да. Посмотрим, что может произойти со мной в этой аэротрубе. Да, смотрите, когда человек у нас находится в аэротрубе, когда он стоит, он взлететь не может за счет того, что очень маленькая площадь тела. Чтобы у нас человек взлетел, необходимо перейти в горизонтальное положение, площадь нашего тела увеличится, и тогда человек становится подъемный. Но чтобы взлететь ровненько, красиво, необходимо принять правильную позу. Этот жест у нас означает поднять голову наверх. Поднимаем голову наверх. У нас появляется естественный прогиб в животике. Центр тяжести смещается в живот, и мы уже можем летать в центре. Но чтобы летать ровно, необходимо руки тянуть прямо перед собой. Вот этот жест означает ноги сделать максимально широко. Делаем ноги максимально широко. И вот этот жест – выпрямить ноги. Выпрямить ноги в коленях. Тянем носочки, как балерина. Выпрямить носочки. Все. Вот эта позиция, нейтральная позиция, она очень устойчивая. Идеально, да? Да. Воздух подхватывает человека за руки, подхватывает человека за ноги, и человек ровно взлетает. Если посмотреть на человека сбоку, он как будто бы как самолет. Если не вот так посмотреть, а вот сбоку. Одно крыло у нас здесь, второе крыло здесь. Когда у нас крылья ровные, самолет у нас летит. Если какое-нибудь крыло убрать, то воздух подхватывает только ноги, и самолет у нас упадет. Если наоборот убрать ноги, то воздух подхватит только одно крыло, человек опять упадет. Если убрать и руки, и ноги, то человек не сможет у нас лететь. Поэтому наша с вами задача – наши крылья держать прочными, ручки тянем вперед, ножки держим прямыми, в коленник их изгибать запрещено. Ножки у нас ровненькие. Тогда воздух подхватит за руки, подхватит за ноги, и человек ровненько взлетит. На самом деле ничего сложного. Самое главное в этой позе не двигаться. Приняли эту позицию и все, замерли. Единственное, вокруг нас будет стекло, и мы время от времени будем к нему подлетать. Когда подлетаете передом, прям легонечко пальчиками отталкивайтесь, совсем слегка. Если подлетаете ногами, прям почувствовали, что уперлись носочками и легонько толкнулись пальчиками.
Вот так вот колени ни в коем случае не сгибаем, иначе меняется положение тела, человек теряет равновесие. Ножки держим прямыми. Подлетели, оп, легонько оттолкнулись. Если подлетели боком, напрягли руку, напрягли ногу и легонько оттолкнулись. Ну, в принципе, посмотрев это на видео и посмотрев здесь это уже на таком муляже, да, можно с уверенностью сказать, что как будто бы это все достаточно просто. Но, скорее всего, на эмоциях человек начинает, ну, совершенно делать то, чего не надо делать, правильно? Это чисто эмоциональный момент, да? Вот зачастую самые главные ошибки это что? Управление руками или ногами? Чаще всего люди, наверное, из-за того, что они переживают, у них ноги становятся мягкие. Ноги становятся мягкие, руки становятся мягкие, они сгибают ножки, прячут ручки и пытаются в такую позу эмбриона спрятаться. И из-за этого, конечно, полет у нас не получается. А наша с вами задача, наоборот, расслабиться, максимально выпрямить ручки, максимально выпрямить вот так ножки. Быть, да? Да, или все они верно. должны быть локти? Вот так вот все-таки? Примерно вот так, чуть-чуть согнуты. Ага. Вот так. Как будто у нас руки лежат на поверхности воды. Так. И мы И своим ноги. телом, да, мы своим телом управляем. Когда мы напрягаем руки, воздух подхватывает нас, и мы взлетаем. Если у нас рука расслаблена, она улетает наверх. Поэтому такой Поэтому средний весь тонус. корпус должен быть напряжен, по В факту. среднем тонусе. Главное удерживать эту позицию. Всё Мышцы понятно. напрягать только, чтобы удерживать эту позицию. Слишком сильно напрягаться тоже не нужно. Когда аж вот так напрягаешь, и вот так все трясется. То есть достаточно руки удерживать спереди, когда воздух ровненько подхватит за руки и подхватит за ноги. У нас получается вот здесь ровная поверхность и вот здесь ровная поверхность. А центр тяжести у нас в животике. Такой небольшой прогибчик у нас. И вот в такой позе мы летаем. Давайте сейчас все с вами отрепетируем. Ложитесь сюда Репетиция теперь важна. Так, на животик. представим, что условно я в трубе, да? Да, Легла. ручки наши вперед. Ручки вперед. Отлично. Так, Руки у нас как будто бы лежат на поверхности. Лежат на поверхности. Воздух вот так вот вас будет поднимать за руки. Да, поэтому оказываем легкое сопротивление. Ага, Ручки то есть- держим здесь. То есть в районе, на уровне голова наверх. Да, все верно. Ручки у нас здесь перед лицом, голову наверх. Отлично. Вот этот жест максимально широко. Прям. Максимально, максимально, максимально. Отлично. И вот этот жест. Тянем носочки. Супер. И ножки держим прямыми. Прям нога прямая, сгибать запрещено. Прямая. Да, нога прямая, ноги. И вот так вот вас воздух подхватит наверх. Прям чуть-чуть надавите вниз на мои руки. Вот, 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 вот. Отлично. Хорошо. Вот так ногами не болтаем, хорошо? Ножки у нас ровненькие. Ой, уже тяжело. Все, встаем. Хорошо, отлично. Хорошо. В принципе, да, вот кто бы мог подумать, вроде бы совсем такая примитивная процедура, попробовать это на пуфике, а на самом деле уже здесь понимаешь, что тебя ждет там. Потому что, ну, не всегда ты вот в такой позе лежишь где-то, да, и вот когда у тебя и руки, и ноги наверх смотрят, это, ну, дома ты такого точно не ощутишь, да, и здесь все понятно, в принципе, где должны быть руки, где должны быть ноги. По крайней мере, в моей памяти это отложилось. Испытано на себе. Сейчас с вами пройдем к аэротрубе. Там вам подберем защитный шлем. А высота полета, она как-то регулируется или по желанию это, или это по норме веса, или как определяется? Скорость воздуха, подаваемая в аэротрубе, подбирается под каждого человека индивидуально, в зависимости от того, какое он положение тела принял в аэротрубе, и в зависимости от его комплекции. Сейчас я вас представлю вашему инструктору, который будет с вами летать. Хорошо, пойдем. Передаю вас в руки нашему инструктору Альфреду. Здравствуйте. Интересно, у вас имена? Элина, Альфред. Тут все как-то вас по именем выбирали сюда, да, чтобы все было так необычно как-то, да? Хорошо, тогда мы сейчас уже работаем с ним, а потом уже вернемся к вам или уже не вернемся? Не, уже не вернемся. Я уже потом просто полетаю. Хорошо. Я все забыла, короче. Все забыла. Так, ага. Так, еще раз напоминаю, вот этот жест означает поднимаем голову. Вот этот жест означает ноги. Носочки тянем и выпрямляем. А вот этот жест означает ноги шире. Вот.
Руки надо, чтобы главное вот так вот, как будто лежит на плоскости. Сверху будет воздух, но снизу будет воздух, и бывает руки у людей уходят вот куда-то, вот сюда вверх. Вот так делать, вот так у нас будет, потому что дети ходят, и все, и вот поэтому давит на воздух, но слишком сильно доедает людей, и с тобой корпус. Все можно все вместе. 3 точки, глаза, руки и стекло. Смотрите, на высоте, вот где стекло заканчивается, вот на этой высоте воздух, который вас поднимает, исчезает и растворяется. Поэтому улететь вон туда до стратосферы у вас не получится. Вот. Поэтому, когда чувствуем, что взлетаем, не волнуемся, не дергаемся, не смотрим вниз. Вот. Летаем и наслаждаемся полетом. Вы обязательно все равно спускаетесь вниз, если все ваше будет. Хорошо? Да? Отлично. Сетка прочная, она еще как батут вот так крутилась, поэтому ничего страшного в этом нет. Есть можно. Самое главное, руки перед собой, ноги прямые, да? Ноги, да. Если я покажу чуть-чуть вот так, то ноги можно сгибать, но вот так вот. Буквально на 5 грамм. И все. Но я буду настраивать сперва, хорошо? Ну вы меня внизу поддержите, да? Я здесь буду держать прям вас, хорошо? О, там что-то происходит. Нет? Мне кажется, нет, у меня аж эмоции надо писать. Товарищи, у меня аж слезы потекли. Боже мой. Я же что-то сказать должна. Я никогда не плакала после передач. Ой, в какой-то момент я подумала, что это никогда не закончится. Я реально, когда вы отошли от меня, я поняла, что я не вижу, где инструктор. И, короче, нахожусь уже там наверху, а оно все крутит, крутит, крутит. Я думаю, господи, где же я нахожусь, за что мне все это? Ну, все дрожит, руки дрожат, смотрите. Это эмоции, жестко. Я не знаю, я вроде бы взрослый человек. Вроде бы, во-первых, сразу скажу, что, как говорил инструктор до этого, тело напрягается максимально. То есть руки дрожат, ноги дрожат. Вы посмотрите, но это, наверное, эмоции, но помимо этого действительно постоянно нужно быть в напряжении. Это действительно физически, крепкие люди должны быть, потому что, вот эти руки, как говорил инструктор, все время улетают вверх, все время улетают вверх. И ты понимаешь, что их надо опускать вниз, потому что иначе ты перевернешься. Тут еще стекло, там ноги, тут руки, тут живот, голова. Ну, я не знаю, как вам, дорогие друзья, но это в моей жизни впервые такое, чего я только не делала в рамках нашего проекта. Но вот такие эмоции получить должен каждый. Но сразу говорю, чтобы вы понимали, это не так уж легко.
И слушать инструктаж нужно внимательно, как минимум, потому что в технике вся самая главная основа. Я еще могу час, конечно, восхищаться, но вот мои слезы сегодня, это, наверное, слезы от счастья или от страха, я так и не поняла от чего. Но весь спектр ощущений можно получить вот за эти буквально 2 минуты. Спасибо большое. Ой, мамочки. Испытано на себе. Ну и, конечно, я не могла пройти мимо батутного центра. Необходимо отметить, что в Салгын-парке не просто 1 или 2 батута, это целый этаж. И здесь действительно есть несколько разновидностей батутов. Об этом подробнее мы поговорим с инструктором. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, для начала давайте поговорим о том, какими бывают батуты и для кого они предназначены. Батуты у нас бывают разные. Есть детские батуты, есть спортивные батуты. Батуты у нас отличаются по степени жесткости. Чем батут жестче, тем большая нагрузка будет, соответственно, на колени, на позвоночник. Тем батут более профессиональнее, спортивнее. На нем можно выполнять разные акробатические элементы. Ну, для начала вот здесь. Здесь визуально кажется, что это не батут, а какая-то надувная кровать. Это у нас воздушная подушка. Она сделана для точки акробатических элементов. То есть сюда прыгают ребята с этих батутов. Люди, которые приходят сюда в первый раз повеселиться, они просто прыгают сюда, как на воздушный замок. А можно попробовать? Конечно. В общем, здесь никаких навыков не отточишь, это просто развлечение, да? Или Да, же... можно взять специальную секцию. Ага. Получается, час с тренером, индивидуальные тренировки. Ну там же пусто, просто воздух, да? Да, все верно, там просто воздух. Ой, мамочки. И туда выпрыгивают? Или Наоборот, оттуда сюда? отсюда прыгают сюда. Ну, либо ребятишки прыгают, я так понимаю, оттуда с высоты, да? Да. А можешь прыгнуть оттуда? Покажи-ка. Нет, ну я тоже должна, наверное, попробовать. Пошли. Вместе давай. Подожди. Так. Подожди, я так высоко не пойду. На счет 3 прыгаем вместе. Давай. Подожди. Я не знаю девочку, но она любезно согласилась прыгнуть вместе со мной. 1, 2, 3. Погнали. Ой, мамочки. Падать надо или надо на ногах стоять? Мы приземляемся ножками. Ножки у нас амортизируют. То есть приземляемся хоть как, но не на живот и не на голову. Вот так вот. Да. Но это, опять же, та самая техника безопасности, про которую мы говорим постоянно, и за этим следят инструкторы. Ну вот дальше батуты, переходим к этим. Хорошо, перейдемте. Так, перейдемте. О, мамочки. Получается, по поводу этих батутов. Это батуты у нас... Уже жестче. Ой, вот здесь прикольно. Да, это у нас и есть батут. Эти батуты для всех, на них могут прыгать, в основном люди, которые приходят первый раз. Ага.
так же, как и почти все батуты здесь. У нас тут будет только один батут спортивный. Какие у нас вообще есть Ограничения. ограничения? Давайте. Ограничения у нас, ну, пускаем на батутную арену ребят с 3 лет. Дальше ограничения по весу до 90 килограмм. Но у нас на спортивном батуте можно прыгать до 120 килограмм. Ага. До 120 килограмм. Да, На спортивном, это там. да, это там. А дальше. здесь самый маленький вес ребятишкам сколько? Его нету, Его нет. да. То есть даже 10-килограммовые ребятки могут здесь увлеченно заниматься батутным спортом, да? Да, Но если всё говорить верно. вот так вот, что, какой эффект может быть? Многие подумают, что ну прыгает она и прыгает веселье ради. На самом деле, На самом деле мы спортивно сжигаем очень много калорий при прыжках. То есть У нас худеем? час в прыжках, Ага. ну, люди платят 1 сеанс, это 1 час. Люди устают прыгать уже через минут 10-15. Очень сильно на батутах устаешь, можно похудеть. Ну и также оттачивание каких-то навыков, координация пространства, воздуха. У нас есть дети, которые приходят с ОВЗ, и здесь как раз-таки оттачивают некоторые координационные. а вот что-то там делают ребята, это что? У нас есть батутные самокаты. На них, Самокаты батутные? да, все верно. На них можно прыгать, делать разные элементы и переносить их уже на улицу, на настоящий самокат. Чтобы потом на колесах было проще, да? Да, Ой, ужас. Вы знаете, не зря сказал Евгений, что прыгать здесь не так-то уж легко. Потому что когда ты ребенок, у тебя небольшой вес, тогда, наверное, это прикольно и весело, да? Ну а когда ты взрослый человек, как я, и в тебе уже лишние килограммы, прыгать, это, во-первых, дыхалка работает, во-вторых, забились икры. Вот как бы то ни было, буквально 2-3 минуты, а икры уже болят. Ну, значит, эффект есть на все тело, правильно? да, все верно. Похудеть точно, наверное, можно, уже потеть начинаешь, да? Хорошо, переходим, наверное, к взрослым батутам, посмотрим, что там есть. Да, пойдемте. Что могу рассказать про этот батут? Он самый большой по области, ну и чем он профессиональный. Он очень жесткий. На нем детям прыгать нельзя, потому что нагрузка на колени, на позвоночник, как я говорил до этого, и также он может спокойно стереть кожу, если на него неправильно приземлиться на колени или на локте. На таком Ой, батуте мамочки! по-правильному прыгать в чешках. Это специальная батутная обувь. На это страшно смотреть даже. Ну, это малая часть, как прыгают, выполнять какие-то акробатические элементы. То есть на этот батут приходят все-таки опытные спортсмены, которые хотят разработать в себе те или иные навыки, правильно? Можем мы подготовить этих спортсменов, выучить их. Так что, по идее, может, грубо говоря, любой желающий. Только нужна некая подготовка, которую мы тут же и проходим. Евгений, позади нас находится такая увлекательная зона. Это развлечение ради тоже? Это у нас поролоновая яма. Вообще поролоновая яма в батутных центрах нужна для того, чтобы туда прыгать. У нас есть аналог, это воздушная подушка. Разница в жесткости. В батутную яму, например, можно приземлиться там, условно как-то головой вниз. Как-то покажется травмоопасно, но на деле все будет мягко. Вначале трюки делаются по-правильному в поролоновую яму, потом переносятся на воздушную подушку для посадки на ноги, чтобы поставить элемент на ноги. Туда Но прыгать? именно здесь она нужна чисто для развлечения. Для развлечения. Да, вы можете прыгнуть туда, можете прыгнуть спиной, можете ногами. Да? Солдатиком не прыгаем. Аккуратно, сейчас сзади отойдут ребята. Да. Что, девочки, прыгнем туда вместе? Так, расходимся, товарищи. А там дно. Раз, два, три. Салгын парк! Я струсила, да? Ну ладно, как-нибудь сюда. Ой, мамочки! Все, молодцы. Ну и вот здесь начинается то самое веселье, о котором говорил Евгений, потому что выбраться отсюда это невозможно, говорят, но, надеюсь, возможно. Евгений, чем отличается эта батутная зона от других?
Здесь у нас батуты, как вы видите, они маленькие, квадратные. Здесь дети могут веселиться, перепрыгивать с батута на батут. Ну и у нас есть боковые батуты, от которых можно отскакивать. Также эта зона отличается тем, что у нас есть баскетбольные кольца, на которые можно запрыгивать, дангать по-другому. Они специально амортизированы под это, на них можно запрыгивать и висеть. А, на этих кольцах? Да, Они могут так сделать? дети нет. Это профессиональный Ну, уровень. я могу показать. Давай, покажи-ка. Сейчас тут. Вот так на них могут висеть, говорят. Здесь опытные товарищи. Есть к чему стремиться, так сказать, да? Хорошо. Молодец. Испытано на себе. На первом этаже Салгын-парка расположена VR-арена. Для меня, например, непонятно, чем занимаются здесь дети, но об этом нам подробнее расскажет Михаил. Михаил, что происходит за нами? VR-арена – это командная игра в очках виртуальной реальности. Тут сражаются от 2 до 12 человек. Возраст от 5 лет и дальше не ограничен. Как может сыграть так бабушка, так и ее внук вместе с ним. Ну, то есть надевают очки и видят некую виртуальную реальность, да? Да, верно. Вот что там в этой виртуальной реальности? У нас на выбор предоставляется 3 игры, то есть у нас франшиза Avatar Games. Они могут сыграть команда на команду как в детские мини-игры, так в стрелялки. Там у нас 2 вида получается, взрослая и детская. И зомби-кооперативная игра, где они все в одной команде играют против волны зомби. Ну вот смотри, малышка входит у нас, да, в блестящем платье. А что она там делает-то? Что она сейчас Да. делает? Что она делает, скорее всего? Она возвращается на базу, На чтобы базу? началась игра. То есть надо продумывать и стратегию, и активность какую-то проявлять, потому что это не просто так, да, все? Ну вот посмотрите, что за чудо. Вот она потерялась в виртуальной реальности, хочет вернуться обратно. Эмоции на лице. Испытано на себе. Сложилось стереотипное мнение, что Салгын-парк – это пространство для детей. На самом деле здесь предоставляют очень много других услуг. И об этом подробнее нам расскажет администратор. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Любовь, я являюсь администратором в комплексе Салгын-парк. Сейчас я вам расскажу подробнее о наших услугах. На первом этаже у нас есть очки виртуальной реальности. Вы можете прийти поиграть как командной, также и сольно, одиночные игры. На втором этаже у нас есть большое кафе, где вы можете покушать со своими друзьями, детьми. Также есть игровые автоматы, игровая приставка и большой лабиринт. Там получается вместимость до 100 человек от 4 лет до 60 килограммов. На третьем этаже у нас представлены батуты. Там получается от 3 лет до 90 килограммов. Вот так. То есть сейчас, ну, давайте поговорим об этой локации. Это второй этаж Салгын-парка, да. Ну, помимо, конечно, главной фишки аэротрубы, да, мы, как видим, здесь есть очень хорошая просторная зона для того, чтобы родители и дети могли перекусить, да. Здесь у нас батутная часть, да. А нет, это игровая часть. Это лабиринт. Лабиринт для ребятишек младшего возраста, Там от 3 до, получается, без ограничений по возрасту. без ограничения. А у вас есть замечательные VIP-комнаты, где можно отметить то или иное мероприятие. Это только для детей или здесь у вас можно провести любое мероприятие? Так, можно здесь провести как корпоративы, например, да, там различных компаний. Также можно просто прийти с классом отдохнуть, ну или просто собраться с семьей или с друзьями. У нас можно проводить различные мастер-классы, девичники, мальчишники, все что угодно. Любовь, ну если, допустим, разделить вообще всех ваших гостей на вот возрастные группы, допустим, взрослые чем могут занять себя? Ну, во-первых, аэротруба, Также можно вкусно поесть. Да, все верно. Можно пойти поиграть в VR. У нас там есть игры от 14 лет, они будут интересны также взрослому поколению. У нас на самом деле играли даже люди пожилого возраста, им абсолютно все понравилось. И так таковых ограничений, скажем, потолка по возрасту нет. То есть взрослый человек поиграл в виртуальную реальность, попрыгал на батуте, полетал в аэротрубе, вкусно поел и ушел домой. Ну а для детей здесь, конечно, рай. Да, это точно. Особенно наш лабиринт для детей это самое, что ни на есть. Здесь можно ребенка оставить прям на несколько часов, я думаю, и отдохнуть с самой себе любимой, да, просто вот посидеть и полюбоваться прекрасным интерьером. А часы работы у вас со скольки до скольки? Так, работаем мы, получается, с 11 до 10. Работа осуществляется по сеансам. Советуем заранее забронировать, так как места ограничены, а наш центр единственный, и поэтому поток достаточно большой. Если говорить о вашем самом маленьком клиенте, сколько лет было? Ну, хотя бы примерно, что на памяти. Самым маленьким у нас даже были годовалые дети.
Вот. Ранее у нас была открыта интерактивная комната, но сейчас ее закрыли, и там, получается, можно было детям от года. Вот. А самый возрастной ваш гость? В аэротрубе было 80+. 80 плюс? Да. И кто-то туда захотел попасть 80 плюс? Да, Ну, и он это- прекрасно отлетал. Это круто, это классно. Поэтому, действительно, подведя итог всего нашего путешествия по Салгын-парку, можно сказать одно, что здесь увлечение и отдых найдет себе любой человек, от мала до велика. Будь то малыш совсем, будь то взрослый человек. Самое главное – прийти сюда с хорошим настроением и найти для себя что-то свое. Ну а мы на этом не прощаемся, увидимся, до новых встреч. Салгын-парк испытано на себе. Испытано на себе.